Иран, рафидиты, все это время казнил и массово убивал суннитов. И в этом на самом деле нет ничего нового. Это усилилось, когда к власти пришел обреченный Хамейни, да не спошлет Аллах ему дно джаханнама. Те, кто знает свою акиду, очень хорошо знают акиду рафидитов. Акида рафидитов может быть принята только грязным и бессердечным человеком. В книге Минхадж ас-Сунна Ибн Таймия подробно и обстоятельно написал об этих людях. Когда читаешь многие его высказывания, кажется, что Ибн Таймия сидит сейчас в Иране, Ираке или Сирии и говорит о них. Он не живет среди нас, и он не был предсказателем, чтобы написать это. Но рафидиты того времени — это рафидиты сегодняшнего дня. Та же акида, та же вера и те же люди. В одном из утверждений он сказал, что они самые худшие люди. Они ненавидят сахабов и всегда будут лояльны к врагам Аллаха, выступающим против мусульман. Это его слова. В одном из своих заявлений он также сказал, что они ослы, на которых враги ислама ездят верхом, чтобы вредить мусульманам. Посмотрите на это. Он знал, о чем говорил. Ваши братья и сестры-мусульмане в Иране повешены рафидитами только за то, что они говорят, что Аллах наш Господь. Это их преступление, потому что это считается преступлением у рафидитов. Принимать акиду таухида — это преступление. Любить сахабов — это преступление с точки зрения рафидитов. Когда в Иране женщину обвиняют в супружеской измене, и ее собираются казнить или побить камнями, вы слышите шум и возмущение повсюду, и во всех средствах массовой информации. Когда волну за волной наших братьев-суннитов казнят и вешают, это проходит незамеченным. Никому нет до этого дела. Кто заботится о них? Мы даже не заботимся о себе, чтобы кто-то заботился о нас. Те сияющие лица, которые они повесили, и остальные, которых они планируют повесить. Посмотрите на эти лица. Вы увидите сияющие лица, полные любви к сахабам и очищенные омовением. Вы можете увидеть это на их лицах. Лица тех, кто следует сунне и хадисам. Это написано у них на лицах. Люди, которым даже по законам рафидитов Ирана не предъявлялись обвинения в насильственных преступлениях. Это даже по их законам. Аллах и только Аллах их Господь. Чистый и истинный таухид — это преступление, потому что он противоречит основному верованию рафидитов, которое есть ширк. Вера рафидитов основана на ширке, точно так же, как наша вера основана на таухиде. Наши повешенные братья для них преступники, потому что они не связывают 12 имамов с Аллахом и не наделяют их властью, которая принадлежит только Аллаху. Там это преступление. Их преступление в том, что они любят нашу мать, мою мать и вашу мать, Айшу ради Аллаху анха. Это преступление. Они восхваляют сахабов, и это преступление. Они запоминают и любят хадисы, и это преступление.